Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему, что у вас начнется с понедельника. Какие события, встречи, знакомства, перемены, достижения. Давайте все посмотрим. Загадайте на себя. Пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Понедельника. Тут великие дела. Великие дела. Угу. Какая-то проблема начнет решаться. Сложная проблема, либо сложная ситуация, выход на месяца. Это еще не значит, что вот в один день, раз в понедельник все решилось. Нет, тенденция хорошая образуется. Видите, несмотря на преграды, вот он путь вырисовывается. Путь, конечно, такой немножко витиеватый, да, с изгибом, но с другой стороны ведет вас к полной победе, либо к самому лучшему финишу, да, к самому лучшему результату. Единственное, что как-то не по вашей задумке, либо не по вашим мыслям, не по вашим сценариям. Видите, тут какой-то человечек буквально вас подталкивает и говорит: тебе туда надо, да, либо обрати внимание на это, либо подойди с этой стороны, да, не иди с той, но подойди с этой, потому что с левой стороны у вас этот путь идет. Смотрите, то, что вас беспокоит, то, над чем вы голову ломаете, либо то, что кажется бесконечно сложным и долгим, вот с понедельника начнет преобразовываться, да, начнет вырисовываться путь, который 100% ведет к результату. Непростой путь, я не буду вас обманывать и лукавить не буду, но это единственно правильный путь, который позволит вам, видите, вот эти все трудности обойти, не столкнуться с какими-то ненужными людьми, либо ненужными расходами, либо ненужными поездками, но тем не менее до конца, до финиша дойти, причем вот видите, награду обрести. Там уточка маленькая сидит и прям такая крылышки расставила, говорит: вот она я, приходи, забери меня. Еще с понедельника стычка может произойти у вас с неким человеком, человек, который уже оборзел, просто страх потерял, и человек, который просто напрашивается на то, чтобы вы его поставили на место, да. И даже если вы не конфликтный человек, ну такое, конечно, вы терпеть не будете, и буквально вот идет мне, что человек нарвется на вас, вы пару ласковых скажете, человек приземлится на пятую точку, голову почешет, попку почешет и отползет. И вы знаете, еще вам скажу такую вещь, что после этой стычки этот человек проникнется к вам уважением, не обозлится, не оскотинится, а наоборот проникнется к вам уважением. То есть, возможно, этот человек уважает тех, кто может за себя постоять, либо тех, кто сильнее, чем он, либо она. Ну, то есть, если вы женщина, то, скорее всего, это будет другая женщина. Если вы мужчина, то это будет другой мужчина. Редко у кого отыграется, что мужчина с женщиной. Ну, вот нарвется на вас этот человек. Дальше. Вот в семейной паре с понедельника отношения как будто бы на улучшение идут. Единственное, что очень медленно, да, вот какими-то мелкими шажочками люди сближаются. Ну, может быть, вы там поссорились, да, может, там страсти немножко начнут успокаиваться, и люди там как-то начнут взаимодействовать, общаться. Сближаетесь, вы сближаетесь, и ссора, которая произошла, либо там конфликт, недопонимание, вот мне кажется, что это уже от усталости, да, социум давит, усталость от проблем, от всяких мыслей негативных, от давления со стороны, и да, возможно, вы просто выпустили друг на друга пар, и начинает приходить осознание, что мы ведь погорячились, да, зря мы поругались, конфликт ни к чему хорошему не приведет. То есть люди идут на сближение. Дальше с понедельника птицы начнут лететь в ваш дом. Птицы — это новости, это письма, это сообщения, это звонки могут быть.
птиц много, и все летят в вашу сторону. А одна птица прям особенная, отличается от других. На ней как штамп какой-то стоит, либо печать какая-то стоит, либо даже какая-то подпись может быть, да, важная подпись. Вот эту птицу желательно не пропустить, да, либо сразу с этой птицей повзаимодействовать, да, возможно, какие-то ответные действия должны быть. Допустим, кого-то поставить в известность, да, с кем-то созвониться, договориться, куда-то там записаться, либо сразу же отправить какие-то дополнительные документы, либо поехать там по указанному адресу, да, вот штамп там будет стоять, либо подпись будет стоять. Дальше с понедельника. Ну, кому-то силы возвращаются. Силы, как будто бы у вас сил не было, либо какая-то усталость была, либо, не дай бог, вы приболели. Может быть, вы, не знаю, в отпуске были, и теперь с понедельника возвращаетесь на работу, ну, либо за дела беретесь. Вы знаете, хоть и говорят, что понедельник день тяжелый, у вас эта поговорка, ну, совсем по-другому проиграется, да? Для вас этот день, он будет не тяжелым, но очень таким, знаете, насыщенным, я бы даже сказала. Очень многое сделаете, очень много переделаете. И вот как вы понедельник начнете, так и всю неделю. Вот как запряжетесь в понедельник, и так глазом не успеете моргнуть, а уже пятница. Да, очень многое сделаете, очень много переделаете. У вас и силы появились, и желания есть. И работа уже не кажется такой вот прям нелюбимой и противной. Ну, работать вы будете сильно, конкретно и очень результативно, да, что бы вы ни делали. Обязанности, бизнес, либо какая-то домашняя работа очень результативно. Результатами вы будете очень довольны. И вообще мне идет, что вы за короткий срок прям чуть ли не месячную программу сделаете, а может быть даже и переделаете больше, чем за месяц сделали. Так что вы молодцы, мои хорошие, так держать. Фрагмент у нас вышел на правой стороне, ваша правая сторона. То есть вам это еще действительно вернется, не раз вернется, то, что вы начали вот так активно работать, чувствуете свои силы, да, опять же, желания появились, без желания работать вообще невозможно. Поэтому, да, вам все понравится. Не будете так сильно уставать, не будете так сильно выматываться. Так, еще... С понедельника выяснится, что тот, кто вам много обещал, как золотые горы обещал, да, что человек просто не держит язык за зубами, плюс еще и каким-то мошенничеством промышляет, да, либо мошенником является. То есть человек вам что-то пообещал, и человек про это всем рассказал, да, что он вам пообещал, либо что вы там сотрудничаете, либо что вы вместе что-то будете делать, всем рассказал. Но при этом человек ничего не сделает, а человек начнет вообще отказываться от своих слов и даже какие-то слова переворачивать. Да, буквально человек говорит: я там, в понедельник все сделаю. А потом скажет: нет, я сказал, что с понедельника только лишь я начну делать. Да? И то не с этого, а со следующего. Да? Вот какие-то такие вещи ужасные начнет говорить. Если честно, будет очень хотеться прям промеж глаз дать. Но с другой стороны, вы человек все-таки культурный, воспитанный, вы так не поступите. Но будете думать о том, чтобы там переиграть все, найти какого-то другого человека, да, более исполнительного, менее болтливого. И, возможно, вообще никто не нужен, да, сами что-то будете предпринимать, делать. Ну, в общем, разочарует вас этот человек, просто разочарует. И вот почему-то мне еще идет, что человек слишком многим людям расскажет, что он для вас что-то делает, да, либо уже как будто бы сделал. И ну вот как рекламирует себя, что ли, получается, да. Вот это прям самое обидное. То есть всем растрепал, что уже как будто бы все сделал. На самом деле там и конь не валялся. Да, придется вам другие вариантики продумывать, либо самостоятельно что-то делать. Вот, больше вы с этим человеком, я так понимаю, не будете взаимодействовать, но этому человеку точно больше не поверите, да, доверять не станете. Так, еще с понедельника. Ой, кто-то у вас как дрессированный, понимаете, в кольцо будет прыгать. Человек буквально слушается, с полуслова понимает, там, бровь подняли, человек такой же: все, я готов, я прыгаю. Хорошо вышкаленный человек, ну, либо хорошо надрессированный, натренированный,
Может, вы с кем-то занимались, может быть, вы кого-то воспитывали. Ну, прям кольцо будет прыгать и туда, и обратно. И я вам скажу, это хороший момент, да, и вам радостно, что человек все-таки адекватный оказался, что вы человека так хорошо подготовили, воспитали, надрессировали. И человеку приятно вам услужить, человеку приятно, что он, да, научился прыгать в кольцо. Скорее всего, да, вы с кем-то работали, либо кого-то на что-то настраивали, и теперь человек вас не подвезет. Будет прыгать и туда, и обратно. Может, это как-то даже с работой связано, что у вас там ученик, либо ученица была. С понедельника на работе будет показывать все то, чему вы научили, и работать будет хорошо. И вам радостно, и ей радостно, либо ему радостно. Да, может, это ваш супруг, которого вы воспитывали много лет, и теперь показывает мастерство. Ну, потом посмотрите, вам будет приятно, я это вижу. Дальше показывают, что вы предотвратите какое-то негативное событие, причем как-то, знаете, вот как сердцем почувствуете, что нужно сделать, как будто бы просветление какое-то придет, какая-то подсказка, какой-то инсайт. И я вижу, что вы какое-то негативное событие просто предотвратите, не дадите ему случиться. Вот что-то вы такое сделаете, как-то вы вмешаетесь, скажете, там, предупредите, что негатив не пройдет. Просто не пройдет. И вы знаете, люди будут вас очень хвалить, очень много благодарности в вашу сторону. И прям влюбленными глазами на вас смотрят, глазами полными восхищения. Очень много хороших и теплых слов про себя услышите. Прям таких, знаете, вот от всего сердца мне идет. Еще, возможно, какие-то потрясения. Но эти потрясения, они больше как с новостями связаны. Потрясения, ну, от ужаса, от шока и от удивления, да. Ну, новости, понимаете, это все политика, да, политические всякие эти штуки, игры. Дядьки деньги делят, да, а народ страдает, население страдает. Что-то такое будет объявлено, от чего просто, вот знаете, зуб на зуб не попадает, либо хочется просто рвать и метать. Если люди проглотят, будут молчать, ну, типа, дальше будут закручивать гайки. Если люди начнут выражать свое мнение, то все-таки с мнением людей будут считаться, потому что этих дядек мало, да, этих толстосумов, а людей на самом-то деле много. И без людей эти дядьки, они не проживут, да, толстосумы не проживут. Возможно, даже какая-то волна протестов, либо возмущения пройдет, и, возможно, даже будет откат. То есть по новостям будет откат. Сначала типа накат, волна идет, а потом откат пойдет. Вы, пожалуйста, близко к сердцу не принимайте, но знайте, что за себя, за свое будущее детей, за свои права обязательно нужно бороться. Потому что с молчаливого согласия массы людей могут происходить страшные вещи. Бедные беднеют, богатые богатеют. Вот как-то так мне идет. Что за новости? Может, какое-то подорожание, либо отмена каких-то льгот, либо еще что-то. Ну, как бы народ будет негодовать. Вы в том числе, и я это вижу. Бояться надо, не надо бояться. Почему? Потому что всех в тюрьму не посадят, да, либо ко всем санкции не применят. Если прям народная волна возмущения пойдет, то кто там принимает эти законы, они испугаются, вот по-настоящему испугаются. Народ все-таки сила. Так, еще. Вот за что-то браться. Нужно будет за что-то браться. Я вам так скажу, оттягивайте время. То есть с понедельника не беритесь за новое дело, а лучше дождитесь. Ну вот если смотрите меня сейчас, в июле 26 года, у нас 14 числа будет новолуние. Вот, понедельник у нас 13 число. Это еще убывающая луна. Поэтому за новое пока не беритесь. По возможности новое начните делать где-то в четверг, либо в пятницу. Да, не сразу на новолуние 14, а подождите хотя бы один день. То есть четверг-пятница это идеально выглядит. Потому что буква А у вас должна быть с правой стороны. Это новое, действительно новое в вашей жизни.
и оно будет расти. А если вы там прям с понедельника на убывающую луну, то есть вы на корню погубите вот это новое начинание. То есть дело может быть классным, перспективным, очень выгодным, для вас очень полезным. Но очень важно начинать в правильное время. Не на убывающую луну, не в день новолуния, а вот где-то, наверное, на второй, на третий день лучше начинать. Ну, вам и сердце подскажет, а кому-то еще и сон приснится, да, сон в руку, там, где вот во сне вы четко увидите, либо вам подскажут, либо будут такие знаки, по которым вы точно не ошибетесь. Что делать, когда начинать, когда не начинать. То, что нужно, оно вам обязательно откроется. Дальше показывает женщину с нечистой совестью. И эта женщина, ее прям тянет к вам. Скорее всего, ее совесть ведет. И она такая тык-мык и рассказать вам хочет, но не может. Буквально в разных местах вы ее будете встречать, но она держит язык за зубами. Знаете, вот как воды в рот набрала. Вам, конечно, бросится в глаза, потому что вы человек очень интеллектуально развитый. Вы человек с чутьем, вам прям бросится в глаза, да, вы подмечаете всякие мелочи, что она постоянно вот крутится рядом с вами, либо куда вы, туда и она, да, где вы, там и она. И я вам так скажу, она походит, возможно, к концу недели, либо на следующей неделе, она таки признается в чем-то, да. Возможно, вы уже все знаете, но ее совесть просто тянет к вам, да, как магнит тянет. Ей сложно признаться, сложно, как сказать, рассказать правду, боится последствий. И почему-то она вот судит людей по себе, да, то есть как она такая злобная, беспринципная, так она думает, что и вы такая. На самом деле нет. Вы не станете держать зло, либо уже не держите зло. Ну, как-то легко как бы вы ее отпустите. Дальше мужчина показан. Мужчина интересный, симпатичный, молодой, красивый, фигура очень красивая. Может быть, он занимается спортом, да, возможно, он занимается бодибилдингом. Такой прям красивый мужчина с красивой фигурой. Вы знаете, под каким-то предлогом этот мужчина, вот он придумает такой предлог, чтобы с вами начать общаться. Это все может выглядеть максимально невинно, да, какая-то вот такая отстраненная тема, что мне нужно то, мне нужно все, там, о птичках, о природе, о погоде, о каких-то общих знакомых. Но на самом деле я вижу, что у этого мужчины к вам прям такой очень серьезный эмоциональный интерес. Да? Вы нравитесь этому мужчине, либо мужчина уже влюблен в вас. И вот под любым предлогом, под любым соусом он будет пытаться с вами общаться. То есть вы будете думать, странный какой-то парень, да, пишет мне какие-то вещи, пишет странные, непонятные. Вот, а на самом деле он влюблен, ему хочется с вами общаться, для него это прям как-то архиважно. Даже если на отвлеченные темы, то есть все равно важно вот именно общаться и ваше внимание. И еще, мои хорошие, показывают крест. Крест — это какой-то либо перекресток у кого-то отыграется, либо испытание по судьбе. Если это перекресток, то придется делать выбор. Выбор и, ну да, это, конечно, нелегко. Многие люди вообще не любят выбирать. Но тут вам сердце подскажет, куда идти. Направо, налево, вперед, назад вернуться. Вам ваше сердце подскажет, верьте своему сердцу. Но не верьте подсказчикам, потому что подсказчики, они могут говорить что угодно, там от балды говорить, то, что в голову придет. Никому не верьте, верьте своему сердцу. Если это испытание, то это испытание открывает перед вами очень важные судьбоносные двери. Возможно, вы чего-то очень сильно хотели, либо к чему-то стремились. И вам казалось, что это не получится, это нереально. И сама судьба такая: ага, хочешь? Давай сначала пройди испытание, докажи, что можешь. И я тебе двери открою. То есть пройти это испытание — это в ваших интересах. Судя по тому, что крест небольшой, испытание будет не сильно сложным. Ну, по крайней мере, вы точно справитесь. И, возможно, вы даже не особо почувствуете, да, что было прям тяжело. Но за этим крестом там желанная дверь, и она уже открыта для вас.
дверь в будущее, в счастье, в исполнение, к деньгам, там, к хорошей работе, к важному прорыву, да, но вы все разные. Так что не бойтесь этого. Дальше показывают какой-то хлебушек, и этот хлебушек очень вкусный, он свежий. С вами кто-то поделится этим хлебушком, все, я поняла. Как будто бы человек берет хлеб там, на 2 части там, разламывает, либо на 3 части разламывает, и вам кусочек дает. Это будет так неожиданно, но это будет так приятно. Даже, возможно, у вас с этим человеком, кто с вами поделится, не самые лучшие отношения, либо не самые близкие отношения, но вы действительно будете тронуты. Вот прям чуть ли не до слез у кого-то отыграется. Но с другой стороны, опять же, вас любят, вас ценят, вас уважают, поэтому с вами и делятся. Ну, либо вам очень повезло, и вы встретили очень порядочного человека, который вот мимо не пройдет, совестливый человек, да, ответственный, порядочный, и вот человек с вами поделится. Ну, хлеб — это ресурсы на самом деле, да. Ресурсы, может, какие-то угощения, может, какие-то там плюшки, что-то приятное, одним словом. Ну, вообще, как говорят, хлеб всему голова, да, чем-то приятным с вами поделятся. Еще с понедельника вы что-то начнете замечать, чего раньше не замечали и вообще, в принципе, не видели. Это могут быть возможности, это могут быть какие-то ловушки, это могут быть какие-то люди, это могут быть и даже какие-то скрытые, допустим, проблемы, да, которые не лежат на поверхности, но они как будто бы эти подводные камни, да, вы начнете замечать, как видение откроется. Когда открывается видение? Когда нам это очень нужно, либо когда мы проживаем самый важный и ценный отрезок жизни. Ну, с таким видением вы точно справитесь, пройдете. Все, что нужно, увидите, все, что нужно, заметите. Ну и то, что нужно, там, либо опасно, обойдете. С левой стороны большая 8. По 8 это работа, скорее всего. Кто-то может подкинуть работу, либо кто-то заказать. Вот если вы, там, например, работаете с клиентами, либо какой-то у вас ручной труд, может, эксклюзивный какой-то труд, могут вам такой прям большой заказ дать. У кого-то может отыграться, что ваш близкий человек возьмется за какую-то работу. Работу серьезную, ответственную, но очень хорошо оплачиваемую. Так что пусть идет, пусть работает. Если это будет ваш, как труд, хлеб, заказ, знаете, что будет очень щедро оплачено. Даже больше, чем сговорено. Да, там человек может вам надбавить там, за скорость, за качество, ну, либо дать вам чаевые, потому что вот все прям понравится, угодите. Так что нужно брать и нужно делать. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.